Чуваши в Косяковку приехали в 1886 году из Чувашии, Ядринского, Цивильского и Чебоксарского уезда. Они являются верховыми чуваши. Чуваши называют верховые, средненизовые и низовые. Верховые чуваши отличаются одеждой, говором и обычаями и традициями. Косяковские чуваши, мы их называем белыми чуваши. Чуваши, которые сохранили свой наряд, свою одежду, сохранили свой обычай. Национальный костюм является не только предметом быта, а частью духовной ценности народа. Мужская и женская одежда сшилась из белого полотна. Имеет туникообразный покрой. Мужская одежда имеет воротник, грудной разрез даже украшается вышивкой, посмотрите, по рукав и подол полностью украшен. Полностью получается закрытый от нечисти. Для мужских построже, вот это будет низ, вот такой орнамент. Рукава и воротник, вот такой орнамент, и перья такой орнамент получается. А для девушек очень нежные, хорошие надо выбирать. Вот передник для девушек. Это передник верхний, вот это. Рукава выбираю. И на плечи. Вот наплечники, пожалуйста. Вот сюда наплечники. И подол. Это означает радость и любовь. Это вся молодежь обычно танцует. Это которые не замужем. Только молодежь. Которые не замужем и не женаты. Головного убора, у них покрой одежды и украшения. Поверх платья одевается фартук, украшается подол вышивкой и вязаными узорами. И точно так же на платье. Вяжется долго. Это один комплект, это все сделать нужно месяц женский. Мужской тоже так же. Это я считаю, значит, сколько крестов в этом узоре. Вот, например, 55 здесь крестов я считаю. 1, 2, 3, вот так сосчитаю. 55. И беру канву. Беру канву и считаю тут тоже 55. На белый материал прикладываю 55. Вот так вот. И начинаю вышивать. Юра, дура, эту канву вышиваю. С этой канвы потом... Шью я эти платья не так давно. Подошел праздник Рождества, который у нас славится нашими национальными плясками. Соседка попросила просто обновить ей рубашки для мальчика. Вот с этого я начала эти рубашки шить. Естественно, и девочкам стала шить. Платья очень красивые получаются. Прабабушки шили из самотканых льняных полотен, которые они сами ткали. Ткань была плотная, такая толстая и желтоватого цвета. Но вот это платье, оно очень старинное. Этому платью лет 100. В ней не хватало только аксессуаров, нижние, то, что вышито крючком. Вот костюмы у нас только вот одеваются на сургуре и на свадьбах. На свадьбах, типа вот, если девушка замуж выходит, значит, платья у нас белые. А если со стороны парня, например, у нас гостья, то поверх этого платья одевается черненькое.
еще одевается. Вся эта нижняя часть у нас остается, а сверху черная одевают. В дополнение к этим платьям, вот эти вот ланиты, вот эти монеты были, они старинные, николаевских времен, екатериновских времен. Понимаете, вот это надо было видеть. Я видела, как бы я сама плясала, и поэтому я видела. Вот. Значит, это откуда еще шло? Получается, что люди не такие богатые были, а однако же деньги на эти монеты выкладывали. Это большая сумма была. Если сантиметров 70 манисты, это висит. Представляете, сколько денег это? Начиная с крупных и мельче. При пляске идет звон этих монет. И играет гармошка, и звенят вот эти монеты, и это очень красиво. Это надо видеть. Опять-таки по форме они тоже отличаются. У низовых шульгемя называется. Оно, во-первых, видите, во время танца звенит. Звон издает своеобразный, да? И как украшения. Надевают два пояса. Один пояс, это яргоч называется, имеет парное количество, 4 из бисера и нитей, а крайние 2 из пуговиц и из шерстяных нитей сделанные кисточки. Дальше это хюре. Хюре повязывается слева на сукне, кончики опять шерстяные кисти, которые переливаются всеми цветами радуги во время обрядового танца сурвури. Сурвури танцуется именно в ночь на Рождество от заката до рассвета. Это обряд, призванный обеспечить благополучие наступившего года. Чувашский костюм представляет собой яркий феномен народной культуры. Выделяет одежду верховых, средненизовых и низовых чувашей. В республике Башкортостан в основном проживают низовые чуваши. Вот это вот платье низовых чувашей. У нас в основном здесь в Кармаскалинском районе проживают низовые чуваши. И поэтому мы стараемся сохранить то, что осталось, хотя бы то, что осталось. То, что потеряли, уже потеряли, но потеряли очень многое, потому что были очень много старинных чувашских головных уборов хушпу. Их, конечно, уже осталось мало. В деревне у нас где-то, наверное, 4-5 этих осталось. Вот эти платья, они, как мы говорим, самотканные. То есть вот здесь вот у меня, видите, вот здесь у меня вот ткацкий станок. Ткацкий станок – это моей свекрови. Она у меня была языческой веры, в церковь не ходила, и обряды свои какие-то у нее были. Это ее станок. То есть это те нитки, из которых делали ткань на этом ткацком станке. Вот здесь вот старый материал для платья. Ткали сами. Сначала лен выращивали, потом, значит, его обрабатывали, как могли, пряли, нитки делали, и потом, значит, вот получилась вот такая ткань, и из него шили вот костюмы. Традиционно мужской костюм включал в себя рубаху кепе туникообразного кроя, штаны ем, которые первоначально шились из домотканого материала, а затем уже на смену им приходят фабричные ткани, в том числе и крашенина синего и черного цвета. Одежду мужчин дополняют пояс писихи, сотканный из шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных нитей, оканчивающихся кистями. Говоря о головных уборах, то уже в конце XIX века в народный костюм входят и элементы городской одежды. Это, например, картуз.
Женский традиционный костюм состоял из рубахи кепе, также туникообразного кроя, которая первоначально шилась из отбеленного полотна. Обе стороны от грудного разреза украшались вышивкой в виде звездообразных либо розетковидных медальонов, которые называются киске. Связаны они с символом солнца, плодородия и также культом материнства. Когда же низовые чуваши во второй половине XIX века начинают отходить от отбеленных тканей и переходят к пестреди, которую они называют улача, то эти вышитые медальоны не исчезают, а трансформируются в ромбовидные нашивки из кумача. Сама же пестрить была полосатая, характерных оттенков либо темно-синего цвета, либо же красно-охристого тона. Традиционный женский костюм также включал в себя передник черсити, который шился без грудки. Он украшался ткаными орнаментами, также полосками нашитых материалов, в том числе и фабричных. Говоря о головных уборах, то девушки носили шлемовидные головные уборы тухья, расшиваемые монетами и бисером. Чувашский женский традиционный костюм включался в состав множества украшений, среди которых стоит отметить шейно-нагрудное украшение сурпан саки, колоритную бисерную сетку в обрамлении раковин ужовок, суха, и также перевязь тевет, которую на манер орденской ленты повязывали через левое плечо. Украшалась она бисером, бусинами и также раковинными ужовками. Комплекс головных уборов замужних женщин включал в себя длинный полотенцеобразный головной убор, называемый сурпаном, который мог достигать 2,5 метров в длину и около 30 сантиметров в ширину. Вдоль длинных краев его удекорировала красная полоска, а вот отрезанные концы мог украсить тканый орнамент как выборной, так и бранной техники и различные нашивки и кружева. Сурпан верховых чуваши был гораздо короче и уже его удекорировала вышивка. Верховые чувашки носили свои полотенцеобразные головные уборы вместе с налобными повязками, которые назывались масмаками. Они были достаточно узкими и украшались геометрическим орнаментом, вышитым в разной технике. А вот низовые чуваши сурпаны носили в комплексе еще с головной повязкой, которая называлась сурпан-тутри и представляла собой тоже полотенцеобразный убор, похожий на сурпан, но лишь меньшей длины и ширины. Очень колоритным головным убором замужней женщины низовых чувашей является головной убор хушпу. Он мог быть конической либо цилиндрической формы. Для прибельских чувашей характерен хушпу цилиндрической формы. Он украшался монетами, чешуйками, кораллами, бисером и имел длинную лопасть, опускающуюся на спину, также декорированную жетончиками, различными подвесками. То, что вот у меня на голове, это тоже чувашский головной убор, хушпу. Это женский головной убор. Девушки у нас носили вот такой, значит, костюм, фартучек, мая, здесь на шее, фартук, тухья. То есть тухья это девичья, получается, вот конусообразная здесь верхушка. А у женщин, вот я на себя сейчас показываю, получается, тоже платье, фартук. У каждой женщины есть оберег, означает, к какому роду относится. У каждого рода разные рисунки. И вот она заявляется здесь. Вот это у нас сурбан щаки называется, который носят замужние женщины. Сурбан тутри, вот под хушпу мы одеваем сурбан тутри. Шейные украшения у нас называется мая. Она мне сделана тоже, видите, из ракушек и из старых кораллов. Ну и, конечно же, на голове хушпу. Здесь у нас, вот видите, квадратненькая верхушка. На головном уборе обязательно вот здесь вот у нас бисером обшито. И везде у нас, получается, здесь монеты должны быть. Здесь серебряные монетки. Они, видите, когда ходят, когда двигаешься, они у меня звенят и отпугивают всех злых духов. Since